Исәнмесез, кадерле дуслар! Добрый день, дорогие друзья! Город Томск многонациональный, и представители разных национальностей бережно хранят и с удовольствием презентуют свои традиции, обычаи, кухню и, конечно же, костюм. Одежда – это яркий облик того или иного народа. Без костюма невозможно представить в полной мере народную татарскую культуру, так как одежда тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей и не может развиваться в отрыве от народных национальных традиций. Костюм – это составная часть культурного наследия татар. Мы хотим сегодня представить национальные костюмы татар, народные сценические, в концертных номерах, в песнях, танцах и дефиле национального костюма татар. Татары проживают в разных регионах России. А вы, дорогие друзья, знаете этнические группы татар? Мы живем в Сибири, значит, мы сибирские татары. Но среди нас есть и те, кто приехал из разных регионов и тесно с нами сотрудничают и дружно живут в городе Томске. Это какие татары? Кто может ответить? Казанские. Казанские татары. Уфимские. Мишарские. Поволжские татары. Крымские татары. Астраханские. Чулымские. Мишари. И еще в Томской области у нас живут какие татары? Другой веры. Крещенные татары. Молодцы! Дорогие друзья, сегодня мы представляем национальную одежду в творческих коллективах, вокальных и хореографических самодеятельных коллективах областного центра татарской культуры, а также Дома культуры села Старокороткино Колпашевского района. Итак, приветствуем, на сцену приглашаем самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «Нур». Подборные аплодисменты. Для вас исполнят самую любимую, оптимистичную, веселую песню, которая называется «Безнен Гомер». А кто не знает, это наша жизнь, в которой поется о счастье, о здоровье. И в преддверии Нового года всем хочу пожелать в следующем году не болеть, побольше счастья, побольше семейного благополучия. Итак, для вас поет ансамбль «Нур».
яш козлар, матур кульмеклерде чыктылар. Еще раз похлопаем нашим артистам. Концертмейстер ансамбля «Нур» Мудрин Игорь Николаевич. Ему похлопаем. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы немножко поговорим о этнических группах татар. И первое, это, конечно, сибирские. Этнокультурные связи сибирских татар с другими народами отчетливо прослеживаются в их одежде и украшениях. Основным видом мужской верхней одежды всех социальных слоев татар это камзол. Обычно его шили из сукна в талию, длиной чуть ниже колен. Он был однобортным, со стоячим воротником и застегивался на 5-6 пуговиц. По бокам его прорезали карманы. У богатых татар воротник теплого, стеганого на вате бишмята и его левое поло до пояса имели опушку из бобра, мерлушки и котика. Праздничные бишмяты богатыми татарами шились из парчи разных сортов, а также других материалов, но всегда светлых тонов. Всю верхнюю теплую одежду, стеганое мужское и женское пальто, меховые шубы, тулупы татары называли общим названием тум. Слышали такое? Термин тум всегда употреблялся вместе с названием материала, из которого шили тот или другой вид теплой одежды. Например, лисья шуба – телькетум, полушубок – тиретум. Вот так называли в старину. Ну и сейчас мы эти слушаем выражения, как называлась одежда у сибирских татар, потому что эти слова встречаются в нашем обиходе. Особенно знают про это наше старшее поколение. Праздничная же одежда татар состояла из тех же видов, но шилась она из более дорогих сортов тканей и по моде. Впрочем, качество материалов для изготовления праздничной и повседневной одежды зависело от достатка семьи. Итак, дорогие друзья, на сцену приглашаем ансамбль татарского танца «Айнур». А исполнят они нам танец сибирских татар. Ну, аплодисменты еще больше. Постарайтесь настроить наших артистов. Спасибо, ребята. I
костюм любого народа быстрее развивается там, где больше ткани, где сосредоточены культура, торговля. Для татарского народа таким центром являлась Казань и Заказание, где издавна переплетались сухопутные и водные пути, развивались промыслы, проживала наиболее богатая прослойка населения. В основе костюма казанских татар лежат древние тюркские формы в виде длинной рубахи, туникообразного покроя, называвшей кульмек, и свободные шаровары с широким шагом. Женская рубашка украшалась воланами, мелкими оборками, нагрудная часть оформлялась аппликацией, специальным нагрудным украшением, называвшей изу. Верхняя одежда татар была распашной, со сплошной приталенной спинкой. Поверх рубахи одевались безрукавный или с коротким рукавом камзол. Женские камзолы шили из бархата, украшали по бортам и низу позументной тесьмой, мехом. Предпочтение оказывалось ярким тонам – розовому, зеленому, голубому, сиреневому. В целом костюм был многослойным и тяжелым за счет набора многочисленных декоративных деталей. Важным элементом декорировки костюма были металлический пояс с застежками, литые ажурные пуговицы. Монеты также были частью украшения, количество их достигало до 15-20. Предпочитали екатерининские монеты и елизаветинские рубли. Распространенным головным убором мужчин являлась полусферическая форма тюбетейка, тюбетей, или в виде усеченного конуса каляпуш, искусно украшенные тамбурной, гладевой, чаще золотошвейной вышивкой. Особо оригинальным были женские головные уборы, вышитые жемчугом, мелкой, позолоченной монетой, золотошвейной гладью шапочка, колфак. В изготовлении колфаков, которые входили в состав приданого и передавались по наследству, татарские женщины вкладывали много труда, умения. Изделия татарских мастеров, золотошвейное вышивание женских колфаков, мужских тюбетеек и каляпушей не раз получали золотые медали в Чикаго, в Париже, расходились не только в городах России, но в Азии и Западной Европе. Женщины и девушки заплетали косы в две косы, гладко на прямой пробор. Косы украшали подвесками, кистями, чулпами. Чулпы оттягивали косы и, по мнению татарок, способствовали их росту. В костюмы казанских татар входили узорные сапоги, ичиги. Материалом для них служил цветной софьян. Уже в древности они были настолько хорошо известны, что в Центральной Азии хорошо выделенную кожу называли булгари. Подобное искусство мозаики по коже было известно только казанским татарам. Они уходили корнями в культуру древнетюркских степных кочевников. Вот такие были, и до сих пор мы видим, конечно, на сцене концертных коллективов Республики Татарстан. Ну а сейчас под бурные аплодисменты приглашаем Маняфову Нузиру. Для вас она исполнит татарскую народную песню «Берлиганом» «Моя ягодка». Бакчаларда шешек ата, син ататканы берлеган. Бакчаларда шешек ата, син ататканы берлеган. Ул да сине көтәм сыйган иккене бизге берлеган. Берлеган, син биде мине берлеган. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем берлеган. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем берлеган. Син талыйм шәмил җаным гүйә кара берлеган. Берлеган, син биде мине берлеган. Gözlerine bir sağındım bir gene, bерлегene de gözlerine bir sağındım bir gene. Süyemediğine sizlerine kabatlıyım da jırbele. Bерлеган, sin bitimine bерлегene. Bерлеган, sin bitimine bерлегene. Бик зур рахмат. Наступил момент рассказать, как же
же одевали раньше ребятишек? Балаларның киімнәр турысында сөйлейбіз. Детская одежда – это уменьшенная копия одежды взрослых определенного периода с учетом возраста. В первые месяцы жизни одежда детей разного пола не имела больших различий. На самых маленьких детей надевали рубаху женского типа. Только в первые минуты жизни на мальчиков ненадолго накидывали рубаху отца. Считалось, что так он унаследует все его лучшие стороны. Штаны шили из одних штанин, без средней вставки. Головными уборами служили мягкие шапочки, связанные из белых нитей и сшитые из любой материи, которая поддавалась легкой стирке. С 3-4 лет костюм детей разделялся пополам и становился близким к одежде взрослых. Исключением из правил была одежда наследников правящих династий в период Средневековья, чтобы уберечь их от злых духов и влияния сверхъестественных колдовских сил. В обычае было прятать пол мальчиков под женской одеждой. Одежда девочек и мальчиков тоже украшалась, как и взрослые. Если не камнями, то как минимум вышивкой. Это зависело от социальной среды, в которой они росли. Надо сказать, что уже девочек с 4-5 лет учили искусству кроя и вышивания. Сначала одежду шили для кукол, а впоследствии и для себя. Девочки дома ходили с распущенными волосами. Как только отрастали косы, к ним подвешивали чулпы, чаще всего из монет. Сапожки и детские туфельки имели низкую подметку, украшались мозаикой. Ну а сейчас наступил момент. Дебютанты нашего концерта, самые маленькие артисты. Біздің бәләкәй артистлар чыгалар сахнага. Каршы алабыз. Ансамбль «Сандугач». Қолына беріңіз. Вот для вас исполнит новогоднюю песенку. Кем белән стал черче? Это, конечно, новогодняя елочка. Итак, похлопали немножечко. Ой, молодцы, ребятки. И еще вас порадует солистка ансамбля «Кубаляк» Емельянова Регина. Она споет песню «Мин яратам жерларга». Встречаем!
Şaklegene kırgılı uzunlardır bizekye Hayalları bakşıge Kızlara hakkınırdan Nana yapışıp bana Dünyaya kaçıp Hayalları bakşıge Kızlara hakkınırdan Nana yapışıp bana Dünyaya kaçıp Hey haydi gez bilge Петь, конечно, одно очень сложно. Вот на репетиции одно, а на сцене другое. Поэтому не расстраивайся, Регина, у нас еще все впереди. Сейчас послушаем рассказ, послушаем подробно, как раньше одевались крымские татары. Одежда их изготовлялась из шерсти, кожи, домотканных и привозных тканей. Мужской крымско-татарский костюм, левантийское платье, было представлено только одними деталями. Белая полотняная рубашка с длинными, широкими, обычно закатанными до локтя рукавами, широкие шаровары, суконный жилет, талию перепоясывали широкими кушаками. У женщин крымских татар длинные, широкие, с глубокими складками шаровары закрывали щиколотку. Низ шаровар шили из крашеного полотна. Длинное распашное платье шилось из полосатой шелковой ткани. На платье крымской татарки надевали расшитый золотом обтягивающий грудь жилет. Он имел круглый вырез у горловины и застегивался на ряд частых пуговиц. Талию охватывал серебряный филигранный пояс. Женщины по-разному обвязывали голову платками различного рода, а девушки носили шапочки круглой формы с кистью. Голову и торс закрывало длинное покрывало, чаршаф. При выходе на улицу лицо закрывалось сеткой, сплетенной из конского волоса с отверстием для глаз. В холод крымские татары надевали тулуп из овчины длиной до пят, шитый мехом внутрь. Крымско-татарские головные уборы бывали нижние и верхние, домашние и уличные. Нижние шапочки, тюбетейки такие, шили из легких тканей по форме головы и часто расшивали узором, а иногда вдоль нижнего края околыша пришивались еще и тесьма. Позже стали распространяться каракулевые шапки, называвшие колпак или бор. Крымские татары имели несколько вариантов обуви, разделявшиеся на домашнюю и уличную. Вся обувь надевалась на высокие вязаные носки, чорап. Дорогие друзья, а сейчас приглашаем участниц ансамбля татарского танца «Айнур». Для нас исполнит танец крымских татар «У ручья».
Бурные аплодисменты! Еще одна группа этнических татар – это астраханские татары. У разных групп астраханских татар сложились свои комплексы одежды и украшений. Особенностью можно назвать оригинальную, холотообразную верхнюю женскую одежду с широкими рукавами – каптал, или без рукавов – казаки – каптал. Девушки обычно повязывали голову двумя платками. Концы нижнего распускались по спине, концы верхнего завязывались узлом на макушке. Праздничным головным убором служила высокая шапка с острым верхом – кундуз. Астраханские татары носили сапожки ату из желтого софьяна с бархатными голенищами и полузаметными оторочками. Традиционный костюм астраханских татар дополняли многочисленные, в основном металлические украшения. У астраханских татар оригинальны не только отдельные украшения, самобытные височные подвески, шейно-нагрудные украшения, но и традиции использовать одни и те же предметы. Например, кольцевые серьги служили как украшения для лица, носовые кольца. Накосные украшения были принадлежностью исключительно девичьего костюма. Матерчатые пояса, сакс, с металлическими накладками использовались и в женских, и в мужских костюмах. Для нас поет Емельянова Катя. Исполнит песню «Миля шлярем», а это значит «Моя любимушка». Yes.
Это следующая группа мишарские татары. Она очень своеобразна и отличает их не только от других народов края, но и от других этнографических групп. Она дает целый материал для изучения истории. До середины XIX века основным материалом для пошива одежды были холст и пестрить, алача, собственного изготовления. В качестве тяжелой для пошива одежды были холст и пестрить. В качестве тяжелой одежды использовали сукно серого и темных тонов. Для пошива одежды в зимний период использовались овчина, мех лицы и выдра. При отделке одежды использовались разноцветные ленты, тесемки, шнуры, позумент. А обувь изготовлялась из кожи домашней выделки, овечьей шерсти и лыка. Неотъемлемой частью костюма мишарок являлась кукрякча, представляющий собой кусок ткани, который одевался под кульмяк и прицеплялся на шею с помощью лямки. Виднеясь в разрезе, прикрывали грудь женщины. Считается это амулетом. Украшение кукрякча разнообразно, вышиты золотом, техники тамбура, отделаны шелковыми нитками, но с соблюдением основного мотива рисунка – вихревая розетка. У сергачинской группы мишарей также встречается кукрякча с пришитыми разноцветными треугольниками. Считается, что кукрякча является местопребыванием духов. И вновь на сцене ансамбль татарского танца «Айнур», татарский вальс «Кемеш Сулар». Қаршы алыңыз! Гости дорогие, поприветствуем наших артистов! Какой нежный, красивый вальс. И какая же татарская девушка без украшений? Поговорим о ювелирных женских украшениях. Это всегда показатель материального достатка и общественного положения семьи. Как правило, украшения изготавливались из серебра, сверху золотились, инкрустировались камнями. Предпочтение отдавалось коричневому сердолику и голубовато-зеленой бирюзе. Часто встречались дымчатые топазы и горный хрусталь. У женщин из богатых семей имелся полный набор традиционных украшений. Здесь и кольца, перстни, ношение которых связано общей мусульманской традицией, браслеты разных видов, застежки, накосники, нагрудная перевязь, синтез оберега и украшений. В женском костюме украшения дополнялись пластичностью и цветовой эффект ткани, а кроме того создавали при движении звуковой эффект. Всю красоту татарских костюмов мы можем с вами увидеть на концертах, на праздниках татарских центров культуры и по телевидению, если кто-то видит, какая-то красота. Но больше всего можно увидеть
праздничные концертные номера на любимом празднике татар Сабантуй. И сегодня вокально-хореографический ансамбль «Кубалят» приготовил такую песенку. Называется «Жайге Сабантуй Ларе». Подборные аплодисменты. Выходит ансамбль «Кубалят». А следующий коллектив тоже вокально-хореографический, ансамбль «Чулпан». В этом ансамбле занимаются уже девочки постарше. Для вас исполнят татарскую народную песню «Алмагачлары». Если желание есть, дорогие зрители, подпеваем!
завершающей группой этнических татар – это крещенные татары. Одежда крещенных групп татар имела различия. Во второй половине XIX века она шилась из холста и пестреди. В конце XIX – начало XX веков стали популярны фабричные ткани, хотя в основном они использовались для изготовления праздничной одежды. У крещенных татар, в отличие от татар-мусульман, домотканная одежда вышла из употребления значительно позже. Комплекс одежды крещенных татар отличается от одежды татар-мусульман наличием пояса азар. Наиболее распространены были рубашки из белого холста, туникообразного покроя, без плечевых швов, покрой одинаковый для мужчин и женщин. Другой тип – женской рубашки с отрезной талией, украшением грудного выреза изю с оборками по подолу. Замужние женщины носили под рубашкой, украшенной тамбурной вышивкой и аппликацией из кусочков цветного ситца нагрудники – кукряче. У мужских рубашек вышивались концы рукавов, подол, у рубашки жениха – приполок. Как у мужчин, так и у женщин были популярны передники. У женщин передник являлся также частью праздничной одежды. В качестве верхней одежды женщин и мужчин до середины XIX века использовался камзол. Праздничные камзолы, особенно у девушек, украшались аппликацией из цветных тканей, лент, серебряного позумента. Зимней мужской и женской одеждой служил бешмет – шуба, полушубок, тулуп. У девушек шубы украшались прошивными цветными узорами или аппликацией. Ее широкое использование отличало одежду крещенных татар от одежды татар-мусульман. Обувью крещенных татар служили лапти татарского образца, суконные, тулаек и вязаные чулки, сапоги, в том числе чарек-башмак, валенки. Головные уборы у крещенных татар в основном того же типа, что и у других татар. Зимняя шапка из овчины, иногда опушенная по краям мехом, широко бытовал и русский малахай. Летом носили войлочные шляпы черного и серого цветов. Татарские мусульманские головные уборы – тюбетейка, каляпуш, бархатный колпак, катажи – у крещенных татар отсутствовали. Девушки обычно не покрывали голову, лишь в праздники надевали шлемообразный убор, такия, или белый вязаный колпак, ак-колфак, с налобной повязкой ука-чачак. Женщины носили сурака, головной убор типа русской сороки. В некоторых группах тастарный комплект. Украшения были разнообразные: серебряные монеты, ювелирные подвески с использованием бисера, мелких кораллов. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы увидим выступление творческих коллективов Дома культуры Старокороткино. Это одно единственное село в Колпашевском районе, где живут крещенные татары. Для вас они исполнят детский коллектив ансамбль «Веселые нотки» песню «Сандугач Кугарчен». И второй коллектив, взрослый, он исполнит «Баид» «Сак-сок». Сандугач,
каждое лето наши творческие коллективы выезжают в Старокороткино. И дай Берсала Кушса, на следующий год мы тоже съездим обязательно. Поддержим и проведем татарский национальный праздник Сабантуй. И конец нашего замечательного концерта, презентации настал. Сейчас вы увидите дефиле в национальных костюмах. Встречаем бурно аплодисментами. Вы увидите яркость и красочность татарских костюмов, которые находятся в нашей костюмерной, в которых наши дети и коллективы выступают на различных праздниках. Директору областного центра татарской культуры Шамилю Камилевичу Халитову. Встречаем! Дорогие друзья, мы очень соскучились по таким мероприятиям, потому что мы уже в течение 9 месяцев работаем в онлайн-режиме. Я хочу поблагодарить всех наших участников замечательнейшего концерта с теми прекрасными номерами, которые они нам показали. Я хочу поблагодарить Департамент по культуре Томской области, наших спонсоров, за то, что благодаря их помощи за многие годы работы учреждения создана замечательнейшая коллекция татарского костюма. Но это еще далеко не все то, что у нас есть в запасниках. Поэтому
Мы планируем еще, если получится у нас весной, провести такой же концерт в более расширенном масштабе. Мы покажем все, что у нас еще есть. Спасибо вам, дорогие руководители наших коллективов, за то, что вы смогли сохранить в этом году и количество наших формирований и коллективов, и то, что мы не уменьшили количество участников этих коллективов. Спасибо всем тем, кто ходит в Центр татарской культуры, потому что если мы не будем заниматься сохранением нашей татарской культуры, то у нас нет будущего. Всем большое спасибо. Хочу добавить спасибо огромное нашим родителям, нашему старшему поколению. Без вас у нас этого не получилось. Бигзур Рахмат!